В Якутске состоялся бесплатный семинар на тему внешнеторговые сделки с Китайской Народной Республикой. Специально для этого мероприятия был приглашен эксперт-практик в области внешнеэкономической деятельности и логистики Петр Травинский. Участники семинара ознакомились с источниками информации о товарах, услугах, поставщиках и покупателях в Китае, возможными рисками и нежелательными ситуациями, также методикой проверки надежности китайских партнеров и многом другом. Слово нашему корреспонденту Лазарю Афанасьеву. Ни для кого не секрет, что Китай занимает первое место на рынке производства товаров. Ежегодный товарооборот между Китаем и Якутией составляет 514 миллионов долларов в год. Статистика утверждает, что 75% предпринимателей в Якутии занимаются импортом товаров с КНР. Однако, как правило, все сталкиваются с юридическими вопросами о том, как правильно импортировать или экспортировать товар. У нас на данный момент внешнеторговый оборот с Китайской Народной Республикой составляет 514 миллионов долларов США. Из них, конечно, основная доля приходится на уголь, порядка 80%, и экспортируем мы бой рогов северного оленя. Сырьевые богатства Якутии занимают лидирующие позиции в России. На семинаре обсуждали вопросы экспорта из Якутии как сырья, так и готовой продукции. В 2014 году Якутия начала увеличивать размеры экспорта сырья в КНР, в том числе и драгоценных металлов. К концу 2013 года по всему миру было зарегистрировано порядка 80 российских коммерческих компаний. Очень много рассказывается о практическом взаимодействии с китайской стороной. То есть в последние годы наращивается объем и экспорта, и импорта, и с обоих сторон возникает некоторая необходимость эти обороты, торговые обороты сделать более грамотно, качественно и в первую очередь обезопасить себя от возможных мошеннических действий. Международный уровень дает преимущество как налогообложения, так и увеличения рынка сбыта. И хотя развитие бизнеса в Якутии растет с каждым годом, однако на международный фондовый рынок вышло всего лишь несколько предприятий. Известно, что у китайских торговых компаний низкие цены на товары. Это и стимулировало распространение китайских товаров по России. А вот расширение географии якутского бизнеса оставляет желать лучшего. Лазарь Афанасьев, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.